Сегодня мы в гостях у Евгении Щукиной. Я думаю, Женю уже многие знают по нашим эфирам, по различным. Сегодня Женя любезно согласилась приготовить для вас полноценный завтрак, да? Мы сегодня будем готовить завтрак необычный. Он необычный тем, что наша особенность семьи, то, что я люблю готовить сразу несколько видов, чтобы был выбор, что вы хотите покушать. Женя многодетная мама, да, хочется отметить. И я знаю не понаслышке, что вы очень любите, когда все красиво оформлено, да, много выбора и, главное, очень вкусно. Что мы будем готовить? Да? Мы сегодня, в нашем меню будет первое, мы сделаем наши мартышки. Да, обратите внимание, вот в таких вот новогодних формочках. Да, мы уже такие формочки силиконовые. Первый рецепт у нас будет мартышки. Он очень прост. И мы их зальем, пока они у нас подстывает. У нас, кстати, уже погода нам, кстати, под нас подстроилась сегодня, да, вот именно морозы уже первые наступили. 40-градусные. Да, и мы зальем, и пока они у нас застывают, мы будем делать следующие этапы завтрака. Ты делаешь по какому-то не классический, да, не классический рецепт? У нас не классический рецепт. Для наших мартышек потребуется это творог. Творог вы можете любой, но мы используем то есть меня дочь тоже готовит, я ее научила, она, кстати, превзошла меня, это очень радостно. Использую творог, 0%, 9%, там суть не играет, да? Сначала... То есть творожные, да? Творожные, да. Мартышки, получается. Кстати, это, наверное, особенность, да, потому что многие же на сливках делают. Да. Да, а мы как любители творога. И дети уплетают, да? Дети уплетают вообще за обе. Добавляем брусничку нашу. Также вы можете добавить любую другую ягоду. Мы также иногда используем клубнику, иногда из киви. Какие-то фрукты? Да, фрукты. Можно вообще перемешать, допустим, клубника и банан и творог. Добавляем мы сливки. Сливки мы добавляем совсем чуть-чуть. Кстати, я все измельчаю в блендере, потому что многие еще могут на мясорубке, хотела сказать. Так, измельчаем все в блендере. Также мы добавляем сгущенку. Я всегда использую, кстати, белорусскую сгущенку Рогачев, потому что она без всяких, привкусов, да? Вкус ЦССР, как вы, наверное, многие. Совсем чуть-чуть. Так как мы, отказались от сахара. У нас сахар это вот получается сгущенки. Так, все туда добавили и взбиваем. Так, кстати, многие еще немного соль добавляют, но мы сделаем без соли. О, красота. Красота. До такой консистенции, чтобы она у нас все перемешалась. В принципе, понятно, однородная такая. Так, все. Первая наша практически готова. Мы сейчас зальем формы и отправим в морозилку, да? На балкон. На балкон или на морозилку. Ой. Я впервые сама заливаю формочку. Мне обычно дети делают, им интересен этот процесс тоже. Так, на балкон выносим, пускай замерзает. Осторожно, гирлянда. Ничего. Пока наши мартышки подмерзают, мы начинаем готовить наши брускеты. Брускеты будут делаться у нас из чесночного соуса с оливковым маслом. Также у нас мы используем батон из гречишного хлеба. Он идет бездрожжевой, чисто на гречишной муке. Мы кстати, много лет уже едим только такой хлеб. Отожмем от традиционным способом. Традиционной, как там, СССРовской, да? Который на века же? Вообще на всю жизнь она реально. Я ей там и гвоздики заколачиваю.
У нас тоже такая есть. Ну, кстати, сейчас очень, как сказать, возможно, то, что мы редко болеем всякими ОРВИ, скорее всего, это все тоже секрет чеснока, да? потому что мы каждый день, я его использую в блюдах, ну, допустим, в тех же самых брускетах, допустим. И, ну, чеснок же вы знаете, да, что убивает микробы все. Оливковое масло я беру именно рафинированное, оно без горчинки идет. Немножко подзаливаем, чтобы у нас настоялось. Так, пока она настаивается, мы берем наш противень и сюда хлебушек да, выкладываем. Так, ну, в любом положении. Но так как у меня большая семья, я всегда стараюсь, чтобы у меня все было друг на дружке чуть-чуть. Чтобы всем хватило, да. Чуть-чуть подсаливаем, совсем слегка, не фанатично. Так, ну вот наш соус уже готов. Ну и просто чуть-чуть вот так обливаем. Не сильно там. Где-то можно чуть-чуть там чесночок, чтобы был. Так, мы отправляем его в духовку. Насколько? Примерно я 180-200 делаю. И с обоих сторон, чтобы он подсушил сверху и снизу. Мы начинаем так, пашот делаем. Так, ждем, когда наша сковородка нагреется, полностью прогреется и будет очень горячая. Кстати, это тоже, наверное, свой секрет готовки пашота, потому что многие на холодную, не на нагретую. И огонь такой нормальный, да? На среднем огне делаем. Короче, чуть-чуть не прогрелось, но ничего страшного. Так, сразу, смотрите, эту сторону мы подсаливаем. Желток, да? Желток, белок там. Ну, я сразу, допустим, его перчу, чтобы он внутрь уже впитался в белок чеснока. И паприка. Паприку я тоже, кстати, везде добавляю. И сразу, да, практически? Ага. Ну, чуть-чуть пускай он сейчас. И вот так. И все, вот получается, он сейчас, это все, что мы сделали, ингредиенты, посыпали приправу, она уже печатается прям с середины. Вот. Да-да-да. Ну и все, вот, хоп, хоп, вот. Ну все, наш пашот уже готов. Тут мы сейчас, ну, пока так накидали. Вот наша зелень. Мы сейчас ее тоже немножко подукрасим. Вот тоже, чтобы аппетитно выглядело, да? Так, и добавляем немного помидорков. Ну, это просто для красоты. Вот, допустим, нарезаем их. Разной формы можно, да? Пашот можно готовить разными способами. Ну, это самый быстрый, самый легкий. И вот так у нас получилось. Да, красота. И мы приступаем к готовке фруктового салата. Да, фрукты можете использовать любые. Ну, я вот, кстати, почистить, да, сейчас нужно. Ты пока чисти этот, я начну очищать наше киви. Так. И вкус уже Нового года, да? Такого. Так важно зимой вот в холода видеть что-то такое яркое. Да, это очень, это, как сказать, настроение даже поднимается, да, вот это. Вот зелень, что-то красное. Такие цвет солнца, да. Ну и вообще зимой, да, вот у нас хорошо, что у нас наступило то время, когда нам доступны вот фрукты, овощи уже круглогодично, да. Да. Так, мы сейчас, я сбегала в фантастическую страну, убила дракона, достала сердце, да? Так, ну, сердце дракона, мы сейчас будем из него, почистим его.
Смотрите, какая красота. Да. А, смотри, драконом пахнет, да? Угу. Я всегда знала, что дракон пахнет именно так. Да. Короче, чистится обычно, да? Обычным способом. ну, как киви. Ну, может, кто-то как-то по-другому чистит. Просто у меня свои вот эти методики, которые я даже... Красота. Да, вообще красота, да? Так, ну, сейчас год дракона будет. Я думаю, что этот фрукт будет очень популярный, да? Да, Вот так. символично. Опа, смотри, как все очищается. Подходит. Мгм. Ну, принцип все кубики. Угу. Все вот. Тут ничего такого сложного нету в фруктовом салате. Ну, все, наш фруктовый салат уже финиш прямая, да? Ну, все так все красиво оформляется. Уже аппетитно, да? Очень. Да, и он больше, кстати, немножко похож как под шубой, да? Тоже там накладывается. Вот. Хватит? Да, там, в принципе. И мы просто сливками, да? Сливками, да, любые сливки немножко вот так делаем. Совсем чуть-чуть. Многие, кстати, йогуртом заправляют. Ну, мы, то, что я уже сказала, да, мы отказались от сахара. И мы вот все так. Да, мы сахар получаем от фруктов. Ну, и редко используем сгущенку, но это вот... Ну и вот так у нас Салатик получилось. готов, да? Салатик готов. Так, наши брускеты уже подостыли. Ага. Теперь, да, мы берем просто любой творожный сыр. Я обычно чистый покупаю, иногда вот такие есть, готовые с зеленью. Принцип простой, просто все намазываете, да? Вот они у нас поджаристые такие получились. Это тут мягко, тут поджаристые. Из этого, когда кушаешь, хруст такой будет. Ага. Не совсем чуть-чуть, да, не без фанатизма. Такой, оп. Видишь, хруст, да, такой? Такой приятный вкус. Так, мы сделаем два вида брускет. Одну мы сделаем с окороком. Можете любую тоже ветчину использовать там. Но я вот использую традиционные окороки. Там и куриные рулеты тоже могу туда положить. Семгу. Кстати, это у нас свежая семга. Мы вчера ее посолили. Да, мы сделали ее мало соленой. Кстати, семгу даже можно свежую же, да, тоже нарезать. Преимущество, да, вот этой рыбы. Так, а это ты нарезаешь мелко, да? Да, это вот не мелко, а чтобы положить вот на... Как сказать, мы сейчас сделаем первый вид. Это будет у нас с этим. Так. Ага, так еще. Вот так сделаем, чтобы побольше. Так, побольше, Что они бутерброды в первую очередь у нас улетают. Ну, брускеты. Все это украшаем нашими. Уже, да, хочется вкусить. Ну и вот так. Еще сверху огурец положим тоже. Для свеженький, да? Свеженький, для объема, да. Обычно у меня на завтрак уходит где-то минут 40. Я всегда рассчитываю максимум час, чтобы всегда пораньше иногда встаю. Ну, такие завтраки я не каждый день готовлю. Они у меня где-то через день, иногда через 2. Но стабильно 3 раза в неделю. У меня иногда бывает либо красивый завтрак, либо красивый ужин. Ну, иногда бывает красивый завтрак, красивый ужин. Еще красивый обед. Обязательно что-то красивое. Да, у меня, если я дома нахожусь в этот день, да, я максимально высыпаюсь, ничего не делаю. Так, ну что ж, давайте попробуем нашу Да, это, кстати, свежая семга. Говорят, что самая вкусная семга, говорят, да, самая вкусная семга — это семга, приготовленная собственноручно, да. Так, это мы сделаем сюда на семгу. Так, ну, поехали. И как тоненько, да? Ага, тоненько. Ну, так как мы уже, да, омеги сколько. Так. Обычно я ее подмораживаю, чтобы было, ну, легче было резать. Ну, тут немножко, ладно. Зато смотрите, сколько омеги. Прямо уже просто хочется взять, быстрее. Да? Быстрее режь. И сверху огурчики, да? Да, сверху огурчики ложим. И немножко
укропом тоже украшаем. Мгм. Так. Интересно, каково работать голодным, да? Когда на вкусно. Вот так вот. Да? Вот так. Тяжело, да? Ну вот они у нас, смотрите, когда у нас на улице холодно, что так, вот такая, вот преимущество силиконовой формочки, да? Типа как текстура сохраняется. Красота. Они подмерзли не так сильно, Ага. вот Ну, ломается. Ну да, нужно, наверное, чуть больше. Чуть-чуть да? дольше, Мне кажется, да. вообще лучше с вечера сделать, да? Да, да, И кстати. на ночь. Но у меня оставить, обычно а с утра на завтрак. дети делают вечером и через часа два уже кушают их. Так, ну что, наш прекрасный полноценный завтрак готов? Готов. И мы будем сейчас пробовать все. Екатерина уже кашу попробовала, уже подзарядилась энергией. Кашку, да. Так, Уже не так хочется спать. у меня атмосфера такая уюта. Ну, кстати, это у нас латте. Его нужно хорошо перемешать, чтобы он был сладкий. да? Ага. Женя нам сварила кофе. Да. Сейчас могу на кофейной гуще погадать. Давай. Сейчас я допью. Так, ну что, вот с чего бы я приступила, это, конечно же, вот с брускетты. Прямо так и не терпится. Просится в рот. Ну, я, конечно, приступлю со своей любимой кашей. Как многие, вот, кто за мной наблюдает уже давно, они знают, что я люблю каши. Я выкладываю всегда завтраки свои. Как вот я готовлю 7 видов разных каш каждую неделю, чтобы они не повторялись. Ну, приятного аппетита. Да, приятного аппетита. Как тебе брускетта? Очень вкусно. Здорово. Очень вкусно. Я так рада. Хочется некрасиво покушать. Некрасиво. Короче. Все, дорогие друзья, Женя, тебе спасибо огромное. Да, ждем с нетерпением следующей нашей встречи. Ну, а всем хочется пожелать готовить в свое удовольствие, с хорошим настроением, как делает это Женя. Да. Ну и вкусно, конечно. Все мы создаем сами. Настроение себе, Настроение, детям. да. Так что вам приятного аппетита, готовьте и хорошего И настроения. наслаждайтесь. Всего хорошего. Всем спасибо. Все.